Продолжается визит делегации Башкортостана во главе с Радим Хабировым в Республику Беларусь. На этот раз мы отправляемся в один из бизнес-центров в Минске. Здесь вскоре откроется башкирское представительство Конгресс-бюро. Оно станет связующим звеном экономического и культурного сотрудничества между двумя республиками. Здравствуйте. Ратимир Ильич, вот как раз пока не зашли, можно посмотреть Российский экспертный центр, Королевство Нидерландов. Вот уже, Ратимир Ильич, представительство наше. Конгресс-бюро. Ага. Представительство Республики Башкортостан при торговом представительстве Российской Федерации. Это когда мы все формальности все утрясем. Мы да? уже получили 10 единиц дополнительных сотрудников по вашему распоряжению. Это формальности. Здравствуйте. 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 Коллеги из бизнеса Беларуси, собственно, приветствуют нас, вас. Вот, собственно, наш офис порядка 60 квадратных метров. Здесь планируем работать. Здесь непосредственно место руководителя, здесь еще будет одно место помощника. Здесь, собственно, и планируется то, ради чего у нас не только сегодняшний визит, но и развитие взаимоотношений с Республикой Беларусь. Уверены, что это станет дополнительным импульсом в увеличении товарооборота между Республикой Башкортостан и Беларусью. Вот, увеличение доли в товарообороте Республики Башкортостан в обороте между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Дай Бог. Мы об этом сегодня говорили много. Да, и здесь же, уверены, представители бизнеса Республики Беларусь смогут найти информацию об инвестиционном потенциале республики, в том числе бизнес-экспортеры Республики Башкортостан здесь могут найти информацию по контактам, с кем взаимодействовать. Как вчера на встрече сказал министр промышленности Беларуси, сделать промышленную дружбу. Вот. Дай Бог. Владимир Фаридович, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты, Надежда Сергей Владимирович, очень рад сегодня приветствовать вас. Мы подписываем соглашение с Константином Дмитриевичем. На самом деле уже сейчас начались переговоры президента отеля, большая площадка, очень большой интерес со стороны белорусских предприятий. Здесь мы пригласили на торжественную часть представителей крупного бизнеса, который связан как раз с нефтехимией. И сегодня мы, я надеюсь, заложим такой серьезный камень в базис наших дальнейших отношений. Поэтому очень Отлично. рад вас приветствовать. Спасибо. Приглашаем к подписанию директора Конгресс-бюро Башкортостана Сафина Эльдара Рустамовича, Набежко Сергей Владимирович. Соглашение о сотрудничестве. Это первое соглашение, уверена, что далеко не последнее, которое будет подписано в данном офисе. И не только между ТПП, но и уже и контракты с экспортерами, и с инвесторами. Буквально через 2 часа мы уже узнаем какие-то предварительные итоги, потому что большой ажиотаж, очень большой интерес. И я думаю, что мы будем на рабочей группе уже обсуждать предварительное соглашение. БЛТП – один из наших главных партнеров, который организует B2B-миссию на каждое наше предприятие. Мы вместе с БЛТП подобрали не менее 7 предприятий уже с конкретным интересом к нашим предприятиям. Очень здорово. У нас как получается? Мы, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, мы где-то 2 месяца назад аналогичную процедуру провели в Нур-Султане, в Казахстане. Мы там тоже открыли наше представительство, потому что мы, Беларусь, точно так же, как Республика Казахстан, считаем, что это одни для нас самых надежных, старых уже партнеров и очень эффективных и взаимовыгодных. Поэтому я очень надеюсь, что
созданием инструментов для усиления нашего экономического сотрудничества, это правильная дорога, потому что у нас есть важнейший инструмент, это постоянно действующая практически рабочая группа, которая собирает представителей экономики Башкортостана и Беларуси, но не было вот непосредственно представительства. Сегодня мы даем старт этому доброму началу, но надеемся, что все это на пользу наших экономик, на пользу наших предприятий и в конечном счете на пользу жителей и Беларуси, и Республики Башкортостан. Добрый путь. Ну что, удачи. В следующий раз мы, когда приедем, нам сделайте доклад, что товарооборот. Александр Григорьевич сегодня на встрече, знаете, что сказал? Вот сейчас товарооборот – это 300 миллионов. Да. Он говорит, потолок наш, который реально достижим, это миллиард. Работайте. Это первый потолок. Спасибо. Спасибо. Удачи всем. Спасибо. Рафич, открыли представительство Республики Башкортостан в Республике Беларусь. Новое, неожиданное, но перспективное направление. Понимаете, вот, ну давайте, во-первых, в понятиях разберемся, чтобы у нас не было. Это представительство Конгресса Бюро Республики Башкортостан. По факту оно выполняет функции, представляет интересы нашей экономики и предприятий, которые расположены в Башкортостане. Пройдя формальности, которыми мы сейчас занимаемся, это представительство станет представительством официальным уже при торговом представительстве Российской Федерации. Но функции выполняют те же самые. То есть мы находимся сейчас в неком таком переходном этапе. Такое же представительство мы открыли с вами вместе, вы помните, где-то 2 месяца назад мы открыли в Казахстане, сейчас вот в Беларуси. Это обязательная, в общем-то, история, потому что если не будет приводных ремней, которые будут реализовывать то, что мы сегодня договорились на встрече с президентом Республики Беларусь, договорились с премьер-министром на большом совещании с членами правительства Республики Беларусь, ну, это надо теперь все реализовывать. И это должна быть постоянно действующая структура, которая расположена на территории государства, с которым мы сотрудничаем. Поэтому это, знаете как, мы же создаем подобную инфраструктуру, но мы очень внимательно смотрим за тем, чтобы они были эффективными, поскольку это и бюджетные средства содержания идет, это и другие вопросы. Ну вот мы подобрали кандидатуру местного довольно толкового руководителя, на мой взгляд, дай бог ему удачи, как говорится, в этом вопросе, руководителя нашего представительства, он из сам Беларуси, из Беларуси. Вот. Очень надеемся, что это будет полезно, потому что, еще раз говорю, мы добиваемся определенных договоренностей с руководством Беларуси, но их надо реализовать. Вот это самое главное. И для этого у нас уже есть очень эффективный инструмент. Это рабочая группа, постоянно действующая. Она уже работает, она уже несколько лет работает. Но вот сегодня решили открыть представительство. Ну что ж, добрый час. Добрый час. Спасибо. Далее у официальной делегации Республики Башкортостан в Республику Беларусь визит на предприятие. Одно из них – производитель специальной техники холдинг «Амкадор». Да, Васильевич, мы ближе к морю, у нас сырость больше, чем у вас. У вас же континент все-таки. Не, у нас более такая погода. У вас легче переносится мороз, чем переносится у нас. Сухой. Да, да, у нас я был у вас зимой, поэтому знаю. Кстати, Фред, не будем вас морозить, давайте покажем машины, чтобы хотя бы представление было. Мы сегодня производим более 1000 наименований всего продуктов. А вообще наши все холдинги производят 24 700 наименований разных продуктов, которые мы продаем на мировом рынке. В том числе 125 моделей модификации машин. 75% машин состоит из наших узлов, компонентов и деталей. То есть это мы делаем сами, да? Поэтому мы отвечаем за каждый узел. Самые такие известные узлы – это трансмиссии. То есть фактически те основные узлы, которые отвечают и обеспечивают качество, это, собственно, производство. Это вот машины для села, созданы специально. Это для леса. Это лесной погрузчик. Тоже специальная машина, которая, она очень популярна, потому что на лесостроительный завод. Васильевич, уважаемые дамы и господа, необычайно приятно встречать наших российских друзей, братьев. Ну и, наверное, очень приятно, что ваш регион сегодня один из самых таких развитых Российской Федерации. Я, наверное, даже рад, что когда-то даже свой бизнес начинал с Башкирии.
А теперь мы снова возвращаемся в отношения. Наверное, приятно, что мы поставляем ваши адресные машины, которые, в принципе, авторитетные в вашем регионе, нам очень приятно. И, естественно, мы хотели бы, чтобы наши отношения углублялись, поэтому нам надо вместе подумать, как сегодня обеспечить работу собственных заводов, как сегодня обеспечить производство собственных комплектующих, для того, чтобы, в принципе, быть независимой ни от кого. И вообще-то нас настолько серьезно поддерживает Российская Федерация, очень серьезная поддержка, и помогает фонд развития промышленности Российской Федерации. Что важно, да, все отмечают, что очень теплое отношение к Беларуси. И даже вот мне приехал как-то генеральный директор из КМА и говорит: послушай, Беларусь лучше относится к своим. Настолько было приятно слышать это вообще, да? И вообще поддержка во всех регионах настолько хорошая, что просто приятно. Александр Алексеевич, тогда вот по порядку, если поговорить. Значит, смотрите, вот наша позиция какая. Нам техника, конечно, нужна, интересная техника, причем полный ряд. Вот по строительным дорожным машинам, да, потребность такая есть. Вот у нас министр транспорта и дорожной инфраструктуры здесь. Значит, по лесным машинам, вот у нас министр лесного хозяйства, конечно, было бы здорово, но это вот, у нас крупные 2-3 структуры работают в наших лесах, которые могли бы, наверное, здесь мы можем им порекомендовать, да, и с ними работать. Так? Да. Линейку с Амкадором мы в течение 2 лет покупали нашим лесхозам, то есть 3 комплекса, 6 машин мы купили для наших лесхозов. Есть у нас у арендаторов амкадоровские машины. Сервисный, вернее, склад запчастей и представительство Амкадора в Уфе у нас есть. Сейчас мы будем подводить наших арендаторов к покупке машин, тем более, что у нас поддержка для субъектов малого и среднего предпринимательства лесопромышленности заложена. Мы субсидируем свои затраты. Поэтому, если с учетом наших субсидий и с учетом ваших лизинговых программ, скидочных программ будет, я думаю, наши арендаторы заинтересуются. Я хотел, Марат Скандович, посмотрите, а есть у нас еще в России производитель подобной лесной техники? Нет, да? То есть мы с ними, собственно, и там объективно должны работать. Вот коммунальная машина. Здесь, не полную, наверное, я здесь вижу всю линейку, да, потому что здесь, тут не полная линейка, то, что нам нужно. Снегоуборочные вырки на базе. Мы делаем на базе Урала снегоуборочные машины. И коммунальная машина делаем на базе МАЗ. Вот здесь вот мы можем посмотреть, во-первых, возможен закуп за счет госбюджета нашего, так? Но здесь опять в рамках конкурсных процедур все равно это пройдет. Нам нужны, я вам говорил, пылесосы, соответственно, автомобили. Нам нужно для уборки зимних тротуаров, погрузчики, грейдеры и так далее. То есть, в принципе, вот определенный набор у вас здесь есть, и это мы дадим поручение нашему министру жилищно-коммунального хозяйства, он прям на вас выйдет, но, подчеркиваю, это все в рамках тех процедур, которые есть. Я к чему все это подвожу? Вот смотрите, у вас, получается, вот в восточной части нашей страны, огромной страны, в общем-то, базы такой производственной большой нету. Нету. Поэтому я вот, может, нам действительно задуматься о каком-то якоре, который вот начать, я не знаю, начать со сборки и так далее, потому что компетенции у нас очень высокие тоже. У нас машиностроение, вы знаете, довольно высоко развито. То есть и трудовые ресурсы есть. Меры поддержки, то, что вот он говорит, Марат Скандович, субсидирование у нас необычайно. У нас экономическая зона есть, у нас есть ТАССеры, мы можем другие какие-то меры подойти. Нам бы было интереснее, конечно, вот привлечь ваши компетенции, вот ваш этот уникальный опыт к нам в республику. Если вам это вдруг в какой-то степени интересно, мы бы прямо с большим удовольствием. Логистически вы вот здесь вот в Европе, да, мы здесь как раз в Азии, и как раз вы накрываете и часть той Европы, и часть Азии через нас. Поверьте, я очень люблю Башкирию, мне очень нравится, несколько раз был в Башкирии, исключительные люди, трудолюбивые. Спасибо большое за вот такую презентацию замечательную. Значит, первое, мы берем на себя продумать и в течение месяца выйдем с предложением, уже вступим в деловую переписку, что нам нужно. Но нам бы все равно хотелось, чтобы мы купили технику, потом у нас не было проблем там всех обслуживания и так далее. То есть все-таки нам приблизить вас к нам надо. Направьте, пожалуйста, от кого-то, кто вот готов там более-менее с полномочиями с нами обсуждать. Давайте, если такие намерения есть, давайте, может быть, в январе, там, в конце января определимся с визитом, и я думаю, что или я сам приеду, или генеральный приедет туда. Но если вы сами приедете, было бы здорово, конечно. Давайте подумаем. Договорились. Спасибо большое. Спасибо большое. Ждем вас у нас.
Делегация Башкортостана в Беларуси работала несколько продуктивных дней. Результат не сразу, конечно. Представители 54 компаний из Республики Башкортостан участвовали в переговорах с белорусскими коллегами, заключали взаимовыгодные соглашения, и это лишь часть деловой программы. Дамы и господа, начинается церемония подписания документов о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Башкортостан Российской Федерации. К подписанию приглашаются Нижникова Оксана Юрьевна и Зулькарнаев Марат Минигалевич. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Национальной библиотекой Республики Беларусь и Государственным бюджетным учреждением культуры Национальной библиотеки имени Ахмеда Захи-Валиева. К подписанию приглашаются Мельков Олег Федорович и Ариваков Артур Айдарович. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Могилевским областным методическим центром народного творчества и культурно-просветительской работы и Республиканским центром народного творчества Республики Башкортостан. Андрей Геннадьевич, мы понимаем ценность времени и то, что очень большая такая сложная программа. Вас буквально в лифте перехватили, но очень хочется узнать ваше мнение вообще о результатах визита Республики Башкортостан сюда, в Республику Беларусь. Не было сомнений, что это будет успешная поездка, потому что Беларусь с Башкортостаном есть уже десятилетиями опыт сотрудничества, но тем более сейчас мы очень тщательно проработали этот визит. У нас по более чем десятку направлений были предварительные уже проработки, которые дают нам уверенность, что у нас здесь объем внешнеторгового оборота увеличится. Но по итогам, вот сейчас смотрим сегодня встречи и с президентом Республики Беларусь, и с правительством, видим, что добавились количество направлений и проектов. Вот, в общем, это те как раз направления, которые дают возможности и Башкортостану реализовать свои возможности здесь и по поставкам того, что мы производим, по строительству, и использовать наши компетенции. А сколько по времени нужно, чтобы были результаты? Ну, первый ощутимый результат уже через несколько месяцев заметно, а так, конечно, год, два, три, вот это тот период, когда уже точно такие шаги дают уже такие гарантированные и заметные всходы в виде увеличения товарооборота, новых рабочих мест, новых производств, локализации того, что сегодня поставляется просто в Башкортостан, но это уже будут предприятия, которые будут располагаться на нашей территории. Это, конечно, когда наши предприятия уже здесь что-то построят и уже начнут как бы продвигаться на белорусском рынке. Это вот 2-3 года. Спасибо. Да, спасибо. Мы сейчас идем на встречу с нашим соотечественником. Да, с Уралом Рамдраковичем Латыповым, который выходит из Бакалинского района, но является действительно видным одним из руководителей Республики Беларусь. Он был главой администрации президента Лукашенко. Очень многое сделал для становления Беларуси, очень многое сделал для Беларуси. Очень авторитетный здесь человек. Конечно, мы должны с ним увидеться. Я с нетерпением жду этой встречи. Спасибо. Когда последний раз вы были? Ну, я был, пропустил прошлый год. А так каждый день? Это каждый год, да. Ну, прошлый год, наверное, коронавирус. Да, Помучились, но серьезно, конечно, все-таки. Ну, мучаются все. Да? Ну, вот, у нас вот самая тяжелая волна, которая была, она сейчас потихонечку спадает. Так, мы сейчас 2 миллиона провакцинировали. Ну, это много, это больше половины, да? Ну, половина, да. Но у нас задача какая? Мы же вакцинируем взрослое население. Ну, да. И задача 80% от взрослого населения. 80% от взрослого населения – это 2 миллиона 450 тысяч. Вот мы где-то 2 миллиона 50 тысяч сделали, нам где-то 400 тысяч осталось вакцинировать. Вот по расчетам Роспотребнадзора и эпидемиологов, если мы вот это сделаем,
в этом случае у нас, соответственно, будет коллективное, так называемое коллективное иммунитет. Отлично. Хорошо. Ну, правда, вот сейчас вот все же пугают, что вот этот омикрон есть, Мгм. и что он какой-то. Ну, в общем, мы ничего не слушаем, мы лечим. Ну, делайте свое дело, Делаем да? свое дело, да. Все правильно. Да, я много раз слышал о вас и читал, вот сейчас думаю, такая хорошая оказия с вами увидеться. Спасибо большое за то, что вот, за внимание, да. Для меня большая честь, поэтому. Мы сегодня встречались с Александром Григорьевичем. Да, я видел уже репортаж хороший такой, Да, обстоятельный. да, он очень тепло встретил нашу делегацию, мы хорошо поговорили. Абсолютно с ним согласен, что у нас есть еще Да, выше куда подниматься. резервы, да. А потом он то, что поручение дал, мы встретились уже с премьером, и там все обстоятельно по каждой линии. Сельхоз, машиностроение, станкостроение, строительство, вот по всем этим путям прошли. Ну, перспектива хорошая, потенциал хороший. Да. Так что, я думаю, вам... Спасибо большое. Спасибо за время. И разрешите еще, мы, ведя нас все-таки выдающаяся земля, и столько много сделали для Республики Беларусь, мы гордимся. Я вот указ подписал, наградил вас орденом Дружбы, ровно то, чем вы занимаетесь сейчас, поэтому хотел вас поручить. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Могу сказать несколько слов? Конечно. Да. Ради Фаридович, большое спасибо. Для меня это большая честь получить награду родного Башкортостана. Ваш визит такой насыщенный и продуманный, с такой программой, конечно, даст результат обязательно. Успехов вам во всех начинаниях. Зор бар эшләрегездә исәнлек, тазалык. Рәхмәт. Спасибо, Паша. Вы помните родную речь? Да, ну, я же заканчивал на родном языке 10 классов. Так это не забудется никогда. А как в Башкортостане, когда бываете, тепло? Ну, тепло, хорошо. Я каждый год практически, вот за исключением прошлого года, приезжаю к себе в родную деревню, катаю Бакалинского района. Встречаемся, там сестра у меня младшая живет. Встречаемся с одноклассниками, песни поем. Так что все нормально, все хорошо. Башкортостан – родина? Родина туган як. Мама гомрге. Мира и здоровья вам. Зур рахмет. Сезгә зур рахмәт.